я піду в сад зелений, в сад кермниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в сад. До ягоду рвала Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в сад, до ягоду рвала. Гей! Копав, кермниченьку, я у вишневому саду, чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Вийшла дівчинонька, рано вранці воду брать, а за нею козаченько веде коня наповать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Просив відеречка, вона йому й не дала, а вдарив з руки персня, вона його не взяла. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду, ягоду рвала. Доброе утро, Иван Григорьевич. Здравствуйте. Чего вы так поздно встаете? Ой, поздно ложимся, наверное. Ай, так... Но на улице еще вот, темным-темно, так что еще все нормально. О, там второй Иван Григорьевич, он в стекле. Нет, оно темным-темно. Сейчас выйдешь и как будто лампу так поднимает. Раз, идет. Смотри, там второй Иван Григорьевич. Да-да. Идет рассвет, чародей. Так что начинайте все с песни. Утро доброе. Утро доброе должно начинаться с доброй песни. Да. А у нас тем более поджарка. Вот такая вот красота, картошечка с мясом. Да. Все скворчит уже, все согрелось, чай не горячий. Так что давайте завтракать. К столу, к столу. Просим. Приглашаем к столу. Можете, вот. Что, Иван Григорьевич, как успехи на охоте? А все сдаю пушнину там, на углу. Пушнина всю ночь охотился. Сейчас посмотрим. Что там Иван Григорьевич сегодня наколотил. Вот они. Жирные все. Можно шубу шить. Вон как лоснится. Раз, два, три. Главное, бегают черные маленькие мыши. А попали все здоровые, рыжие какие-то. 3-1. 4 мыши мы уже, Иван Григорьевич, приговорили к смертной казни. Пусть знают наших. Через хлопанье. А что? И главное, работает только одна мышеловка вон. Да, 100 съели. А вон. Вот это белая, блин. О, черная опять пустая. Туда надо кусок сала, наверное. Да, вот что-то прикрепить надо такое, чтобы они... Да. Или привязать веревкой. Да, или привязать. Потому что там плохо на этот кончик заходит. И они, видимо, тихонько раз снимет и все. Да, здесь-то насадил туда. Вот она бегает, аж видишь? Сейчас щелях. Вот только что показывалась и пробежала туда. Ну пусть вот тут. Вот она, вот видишь, вот. А, ну не свети. Пусть она придет сюда. Сейчас хлопнет при нас. Бегает там, аж видно, видели, нет, я не знаю. Туда пробежала и обратно. Пусть она... Ого. Слышно, аж бегает. Топает как конь. Но она сейчас у нас чувствует хлебушек. Сейчас она придет. Давай, а то стынет картошка. Связи нет. Четверг, 17 декабря. Что, наверное, погоду послушаем, да, как думаешь? Что там? Ямщини, том войберли, код яс устудником икуса, ну косисничка пырычина, и чёрч веледно, кудина странный кув, куди кокниджика сиевычным. Верман кучамка видеосюжет яс возины. Родной коми язык наш. Да. Иван Григорьевич украинец, а понимает коми речь полностью, да?
Потому что, Я живу за спату. да, что первое, что второе насекомые были, да? Горячо. И они ми когда чернотаной, кишбе ставкался подметно. И свойства косянка стала Ми сьогодні чіпантойку, гимназия, тиар классен сталус, бура шормите карту знакомый нас. передаяй. Тиар классен, вы как мертвый комес, кормят художнику, кор гуманитарий, учи среднего, вы ясно мертв коминас. Гимназия кужа, абуза ума, гимназиан, вы имеешь классесканы, Сейчас уже коми языке очень много русских слов стало. Комис, и чачек чем корочес. Вот чем тенденция. Но мече тогда Сьогодні съес, дай, уже нам важно. кинуть Ну, через. что-то они ради там. Слышали, да? Сегодня, да, ну нам приехали. Покушаем и пойдем ловить рыбу. Послушать погоду на сегодня. Что-то вчера созванивались с домом, сказали, что с 9 утра Да, до вечера штормовое предупреждение, будет большой снегопад, сильный снегопад, то есть. И ветер, очень сильный ветер. А у нас Капусточка. машина В снегу. в 7 километрах от деревни в снегу. Если навалит снега, заметет дорогу, то придется пройти-то не в это пройдет, просто получит по самое никуда. Пухляк-то она пробьет все равно. Я на ней ездил по 6-й ветке, по фары снег был. Вот я на своей так ездил в Верховье туда. Вот Игорь был, отец его, там Ильич. Навалило столько за день, бля, этого пухляка. А выезжать же надо как-то. А я еще с прицепом. Снег через фары, лобовое стекло закрывало, вот бухнет и это лобовое стекло. И что там, погоду дают, нет? Облачная погода. Сильный снег. Ветер юго-западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 3,8 градусов. В Сыктывкаре в 6 часов утра температура воздуха была минус 6 градусов. Нет. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Фонит. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер юго-западный 2, порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается сильный снег. Ветер юго-западной четверти со скоростью 3,8 метров в секунду. 3,8, Температура воздуха минус 4,6 градусов. Атмосферное давление будет падать. Это в Сыктывкаре, а у нас? Проморгали немного. Двадцатка отработала. 7 часов. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с Днем ракетных войск стратегического назначения. Далее эти и другие День темы ракетных подробнее. День РВСН, точно сегодня, ёшкин кот. Мишустин заявил, что поправки 17 декабря точно. на социально значимые товары, Я и забыл. инициированные правительством, Я и 19 ноября не праздновал, блин. Ну, блин, как вот тут не выпить, а? За праздник-то, за ракетчиков, а? Розничные цены на срок не более 9. Называемый Стопочку за ракетчиков накачу. административное регулирование привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно. Блин, не хотел я с утра уже пить. Увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться, положено. конечно, от Ну как за ракетчиков не административных мер, мотануть, а? когда ситуация стабилизируется. Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме. О, Напомню, также рыбацкого правительство, напитка. производители, Это же не алкогольный напиток, это рыбацкий. От него же не пьянеют. Ну, только медведи пьют. От него становится только хорошо. 36 и 95 рублей за килограмм соответственно. Цены уже начали снижаться и должны скорректироваться за 5 дней. Такие цены будут действовать в течение первого квартала 2021 года. Следить за тем, Ну как что, исполняются ракетчики, соглашения с праздником! на День РВСН сегодня, 17 декабря. Владимир Путин проведет сегодня большую За нашу отличную ракетную технику. Ура, товарищи! Щит страны. Да, защит страны. Ура! Ура! Если артиллерия бог войны, то РВСН это пипец. А? Писец. Задача
задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал «Россия», «Россия-24», пофиг. а также радиостанции «Маяк», Какие «Вести ФМ» у и «Радио России». По страны новостям власти Москвы сообщили, что танки, контроль за соблюдением пехота, антикоронавирусных десант, мер пофиг длится, что. в том числе Одну за кнопку режимом и работы развлекательных заведений, будет пустыня. на протяжении всех новогодних праздников. Об этом в Танки эфире вверх телеканала колесами. «Россия-24» сообщил Ну, что не говори, начальник главконтроля самое мощное Москвы это Евгений Данчиков. РВСН. Как не крепит тут? И там хоть миллион быков вот будет накачанных там спецназовцев. Одна кнопка ракеты и все полягут. Доступные технические средства, камеры видеонаблюдения. И мы уже усилили контроль в Как отношении говорится, использования посетителей. громкость не работает. Как говорится, против лома нет приема, так же и здесь. Против лома только лом. Там дембельские эти Вот вчера на блокнотики. пихте сорвал. Уже созрел? Да. Ну ничего себе. Северный банан. Угу. Уже подгнить успел. А, ну они да, к Новому году созревают. Обычно. А ты знаешь, я слышал, что А он, смотри, я на березах тоже вон. Видишь, на березах выросли вон тоже. Мичурин, между прочим, здесь погиб, на севере. Чего? А он полез на елку, хотел привить это укроп на елку, чтобы круглый год был укроп. И скользнула нога в мороз же, и упал и убился тут. Бедный, бедный. Я только не знаю, А где так вы могила. прикинь? Но... Укропные елки. Да. Ладно, друзья, все, завтракаем, пьем чай, встречаемся Хотел на реке. Скоро начнет уже светать. А привил бы, считай, на кедре, да, такие, укроп был бы крупный. 20 минут, 18 минут 8-го. А На чему? улице еще хоть глаза выколи, темнота. Вообще еще ничего не видно. Вот такая вот у нас северная ночь, длинная. Как там мужики в 6 часов ловят это ерша? Ерша, да. Говорят, ерши в темноте, я не знаю. Вчера мы пробовали 1,5 часа, наверное, с фонариками половить. Ни одной поклевки мы не видели. Но это было вечером. С утра, может быть, клюет. Приехали с утра пораньше с Иваном Григорьевичем ловить ершей. Еще по темноте, ну в сумерках. Оп, 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 о. Вот, смотрите, какие ерши у нас клюют. На блесну. От Михаила Пантелея блесна сработала. Вот так. Вот такой вот красавец. Вон. Второй. Что я включил камеру-то? Вон. Иван Григорьевич уже второго. Резко, да, начали? Тишина, тишина. То ли время подошло, то ли подошли окуни. Ну это просто супер. Вот это ёршики, да, я понимаю? Нашли ёршиков. Ну, на таких ершей я согласен порыбачить. Главное, сколько рыбачим, да, тишина, тишина, тишина. Потом Григорьевич поднял окуня. О, третий. У Григорьевича уже третий. Мормышка рулит, у меня второй. Блесна не отстает. 3-2. Потихонечку догоняем. На червя, пока на червя. А у меня голая блесна. Подарок от Мишки. Пока на червя. Так вот, не договорил. Пока я доставал камеру, у меня блеснилку чуть с руки не вырвали. Чуть было не утащил. И вон, сами видели, при вас я уже достал. И видели, как я достал. И Да. как я их достану сейчас. У меня все пока. Ну? Все, что ли, кончились? Четвертый? Ой-ой-ой, иди сюда, Вася, Вася, Вася. Да успеешь же. Да нет, пусть идет, я его не кормил. Главное, уже на лунке я бы кинулся как кошка туда. Я отсюда-то чуть не кинулся, блин. Хороший окунь был. Да. Нет, плохой разошел. Вот хороший здесь.
Так, а у меня что, здесь кончились, что ли? Ну, первый у меня еле в лунку пролез. Расщеперился, блин, хвост загнул. Любой. Вот ты сейчас отпустил его? Да. А он всем сейчас расскажет. Идут они отсюда. Так, ладно, поменяем лунку, попробуем здесь. Может, там два и было. Да не. Они или подходят откуда-то, или что? Сколько вот пробовали? Не клевало же. Потом эта стайка подошла, хоп-хоп. Так, было где-то около часа затишья. Собирались было уже уходить, но повалил снег. И пошли поклевки. Вон, выдернул очередного вот полосатика. Григорьевич выдернул крупного и тюкает. Есть поклевки. Ерша одного поймали. Григорьевич поймал. И сколько? 3 или 4 живца уже, да? Да, 4. 4 живца. Ерш 5, 5 живчиков. И вот 2 окушка. Кто-то тюкает, но нехотя как бы. Хотя вот этот ударил бодренько. Обошел все лунки. Вернулся. Так, ладно, попробуем без мотылку. Не хочет рыба сегодня брать что-то. Передавали, говорят, штормовое предупреждение с утра до вечера. Снегопад с сильным ветром. Может, он и начинается уже. Снег уже пошел. Осталось задуть ветру и все. Может, еще из-за этого не хотят клевать. Кто-то тюкал на блесну, но не дотюкал. Вот. Пока не нацепил опарыша, ничего не получалось. Вот нацепил опарыша. Вот такой вот полосатик, красавчик. Шандарахнул. Григорьевича тоже уже сколько там? 3 крупных, да? 4 крупных. О. Вот 5. Нашел. Подошла стайка, да? Да. У меня вот что-то тюкало. В итоге, пока не подцепил опарыша, ничего не вытюкало. Нацепил опарыша. Вот такая вот у меня полосатая. Без мотылочка. Сейчас попробую еще тогда опарыша одного нацепить. О, ершин. А? Вот это ерш. Ерша поймал. Да. Тут синица нам концерты дает. А включается камера, убегает. Вот сейчас она спряталась в корыто. Вот она в корыте, не знаю. Увидит. Увидит ее камера, не увидит. Коры она мочила. Там на чурке вот удочка. Вот опять села на чурку. И прямо опарыша склевала с мормышки. Вот она летает тут. Вот она опять на чурку. Сейчас. И прямо висела на мормышке и клевала опарыша. Выклевала, короче, его полностью. Ну, не эта камера, конечно, не возьмет. Вот она. Где тут? Это наша уже. Синица, вот она. Мы ее тут подкормили немножко семечками. И она тут у нас вот под буксировщик залезла. Короче, концерты тут дает. То окуня глаза выколет, которого поймаем. Окунь хвостом его шандарах. Ну, стоит только достать камеру, и она давай прятаться. Вот опять под буксировщик спряталась. А, вот уже на толкаче, на ледобуре. Сейчас опять сюда подлетит по-любому. Прикольно было, когда она висела прямо на мормышке, на удочке. И клевала этого опарыша. Вон к рукавицам подошла на руле. Сейчас еще в рукавицу залезет. О, залезла в рукавицу, залезла внутрь. Проверить надо. Вот она сейчас. Сейчас шуганется. Ну, улетела. Так, ладно. Вот сюда вот залезла внутрь рукавицы. Синица синицей. А я тут пробурил
десяток лунок новых. Пойду пробовать. Что-то с клевом совсем плохо стало. 3 ёршика поймали живцов. 4 окушкова мелких. Ну и крупных окуней, наверное, штук 15 поймали. И все пока. Вот она. Опять на ведро. Блин, жалко нет второй камеры, оставил в избе. Сейчас бы увеличил, прикольно было бы. Ладно, еще часик порыбачим, поедем. Просто некомфортно. Ладно бы клевало, а так поднялся ветер, снегопад. Прохладненько так. Так, как мы видим, время уже 16 минут 12. Световой день подходит к концу. Ерша мы так и не поймали, но зато вон, с утра увидели отличные поклевки. И так в течение дня немного нацарапали. Вот такой вот улов. Это 17 окуней. Нормальный такой, хороший размер. Вон, 17 окуней. 6 мелких окуней, ну более-менее мелких, которые можно сделать живцами. Хотя, скажем, вот этот окунь, он крупный. И 4 ерша. 5-й ерш. Все-таки Иван Григорьевич выцеганил 5-го ерша. 5 ершей и 6 окуней. Это... О, хороший ерш. Вон, а может они заклюют сейчас, нет? Что, может заклюют? Попробуем еще немножко. Сейчас еще закину. Буквально пару раз. Да, возьму. Вот так вот приходится царапать живцов еле-еле в течение всего дня. Ну а потом сейчас с фонариком придется проверить палки. Часть палок я подниму, если успею, если получится. Если лед не очень толстый, переставлю. Ну а если лед толстый, оставим на следующий раз. Но со среднего участка подниму, это точно, потому что лед там очень толстый, лунки стянуло, и выдалбливать их, да был бы толк. Вода упала, стала мелко, зашугованность, рыбы там нет. Было одно время, я уже собирался поднять, но попался трофейный, потом хариус попадался, оставили. Да, они половили язя. Одного крупного поймали, вот на лима, я уже говорю. А так, особым уловом там не радовали. Будем поднимать часть палок. Если получится, переставим. Ну все, собираемся и выезжаем на проверку палок. Так, начинаем проверку с нижнего участка. Я говорю, начинаем проверку с нижнего участка. Лед с вчерашнего дня сильно не замерз, так как замело все снегом. Из живцов у нас только вот то, что мы сегодня поймали. Это 1, 2, 3, 4, 5 ершей и 6 окушков. Мальков мы опять благополучно забыли в тюрьме там. Но возвращаться за ними уже не стал. Если что, буду менять по факту. Пустой крючок или налим попадет, поменяем. Нет, так оставим. Все равно пока рыба не шевелится, ничего. А так мы сейчас весь день опять потеряем на покатушке. Проверяем и едем поднимать палки на том участке. Пошли посмотрим. Начинаем проверку палок с первой палки, которая у нас возле берега. Сразу говорю, на нее у меня надежды никогда не было. Коряга уже сколько, раза 2 зацеплялась. Крючок. Здесь никого нет. Вон крючок, в принципе. Опа! Оба крючка пустые, кто-то был. Интересно, девки пляшут. Вот мальков нету и как раз начали жрать их. Ладно, буду цеплять по одному живцу на большой крючок. На маленький пока ничего цеплять не буду. Потому что будем экономить живцов. Вот какие хорошие ерши сегодня начали. Я говорю, они будут клевать только тогда, ерши эти, когда они нафиг не нужны будут. Когда мы поднимем палки, вот тогда они будут клевать. Когда они сотнями будут клевать. Это всегда так, закон подлости. Цепляю по одному ершу на каждую палку. Долго отдыхать мы сейчас не будем.
Сегодня домой. Отдохнем. Ну, завтра еще выходные, естественно. Ну, а в субботу, послезавтра, скорее всего, опять приедем. Иван Григорьевич едет в Ухту по делам. Так что приеду, наверное, с Серегой или... Если... Опа! Опять зацеп! Опять зацеп, говорю, бляха. Аж чувствую, бревно вон, блин. Это или кто-то был, налим, может, утащил или что. Ну что, придется рвать. Опа, опа. Я, походу, оторвал с этим. С бревном. Опять наколенники забыл. Ну нифига себе. Это что, налим такой, что ли? Да не может быть такого. Я бревно, походу, тащу. Точно бревно тащу. Он поймал. Смотри, какую рыбу. О, какую рыбу поймал. Вот. Вот это рыба. Вот эту дубину я поймал. О, 3 метра. Дубина весом килограмм 20, наверное, сырая. Вот это леска у меня. Вот это да. Вот это дубинал. А сердце-то ёкнуло. Когда налима тащишь, когда он не дергается, тоже похоже что-то. Так, ну чё? Менять, не менять. Еле-еле живой. Э2. Но живой, так что тебя оставляем. Коцнул, что ли, кто-то. Ладно, пока оставляем. Все равно сейчас налим пока не шевелится. До субботы подождете. Я опять вам наколенники забыл. Высохли они, наверное, у меня уже второй день сушатся, блин. Как вчера повесил во время обеда сушиться. Второй раз уже забываю одевать. Вообще дырявая голова. Так, ну чё? Будет сегодня налим, не будет. Вчера хоть я здесь был один. А вчера ты все свеженьким насадил. Налим-то как бы чисто теоретически должен быть. Ну давай здесь. Хотя надежды на береговую зону нет, конечно. Одни коряги. Ну, а вдруг? Нету ничего. Вон окунь и все. Живой, вон какой окунь. Никто его не хочет кушать. А мальков сожрали всех. Так, а эта палка нам как-то давала 2 налимов сразу одновременно. И все. И больше пока не хочет. Ну, на этот раз вроде бы натяжка есть, что ли? Небольшая натяжка есть, да? Налим идет, походу. Так, маленький налим. Опа. О, бляха. О, видишь? Янцикадан. Полторашечка. И еще маленький. Там тоже 2 налимов. Значит, здесь налим идет все-таки. А вчера пусто было. Мы уже это... Чуть ли... Ой, вы поплавайте, друзья. Так что, Янцикадан, налим здесь есть, а мы мальков не взяли. Блин. И крючок куда-то профукали. То ли выпал где-то при езде, то ли что. На маленький крючок попал. Может быть, тоже на налимчика. Может быть, вот такой маленький налим попадает. Что, по одной рыбке в день будете давать и все, что ли? Вчера одного езя дали.
Сегодня одного налимчика. Так, тут у нас продольник. Ну-ка. И опять же никакой натяжки. И опять же все живцы живые. Нет шевеления рыбы. Нету, не ходит рыба. Декабрь. Глухозимье. Сейчас так и будет. Я уже замечал, с середины декабря начинается тишина. И, грубо говоря, до середины января. Немножко на жареху будет попадать, но так вот, чтобы хорошо поймать, увы и ах. Ну вот и последняя палка на нижнем участке, которую поставили, добавили вчера. Ваши прогнозы, Иван Григорьевич? Пусто. Да. Как бы не хотелось сказать, налим, да. Ну, хотел сказать налим. Но я знаю, что пусто, да. Ну, а вдруг маленький налим? Да. Ну, Ладно, пусть. ну хотя бы такой же вон, Да. полторашечка. Да, больше. Вчера один яс, сегодня один налим. Да. Но здесь-то Завтра опять. на новом месте-то должен быть. Да, я тоже думаю. Он тут ждал нас. Сколько дней ждал. Но сказал, что пусто, да. Почему-то вырвалось так. Пух. О, натяжка есть. Нету, Яй-яй-яй-яй-яй. нету. Ой-яй. Ну смотри, украли этого живца-то. Да. Что там было? Кто-то был. Окунь? Не знаю, что было там, но кого-то украли. Тут малявка-сипелявка. Так что сейчас мы ерша сюда поставим. Да. Вот сюда еще малявочку вот эту нацепим, вторую, чтобы две малявки было. Аппетит у него. Обе дохлые, правда, но ничего. Пусть болтаются. А сюда вот такого большого ерша, жирного, вот такого здоровенного ерша. Вот так. О, во. Вот. Ну ловись, крупный налим. Посмотрим на следующей проверке послезавтра или когда она там будет. Да, послезавтра, наверное, уже. Ух, палка. Эта палка, наверное, килограмм 150 только весит, блин. И раз ее вода не поднимает. Да. Серега рубил. Нет, это, ну да, Серега, ну там, которая вместо вешки стояла. Тяжеленная, ее уж точно не унесет течением. Ну все. Вот такой вот улов сегодня у нас на нижнем участке. Вчера язь, Один ясь, сегодня один налим. Ну не пусто, и то хорошо. Спасибо и на этом. Ну ясно. Поехали поднимать палки. Там сейчас будем поднимать. Независимо от улова все палки будут подняты. А если успеем, еще и переставим несколько штук для пробы. Погнали.